Доброго ранку усім, хто продовжує цей інформаційний вівторок разом із телеканалом АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами, довіряєте нам. Це програма «Саба». Мене звати Аліна Блохіна. І я вже рада вітати гостя моєї студії. Це Олег Сухов, журналіст щотижневого англомовного видання «Київпост». Пане Олеже, доброго ранку. Спершу хочу вас запитати, про що пишете ви, на чому спеціалізуєтеся ви, тому що фактично англомовне видання, воно має певну свою специфіку, це має бути певна цільова аудиторія ваша. Про що пишете ви? Ну, я пишу в основном про коррупцию, вот, реформы, соответственно, и их саботаж, вот, ну, про политику иногда, про сферу правоохранительных органов, вот, там, суды и так далее. Читач «Київпост». Хто це? Ну, это как бы в основном англоязычная аудитория, вот, это либо экспаты, либо люди, которые интересуются Украиной из политических каких-то причин, или дипломаты, вот, это основные читатели. Це люди, які проживають на території України, чи це також і… Ну, і те, і те, і те. Найбільш, скажімо так, запитувана тематика. От, чи спілкуєтеся ви зі своїми читачами? І, знаєте, скажімо так, якщо говорити трошки журналістським слангом, що йде найбільше читачу? Ну, тут, конечно, сложно мне сказать. Я не настолько часто говорю с читателями, но, скажем так, по-разному бывает. Бывает, что, то есть, тема, ну, если что-то важное происходит там на фронте, это вызывает, ну, или там в тех же на оккупированных территориях, вот недавний переворот в ЛНР, это пользуется спросом. Или как, ну, какой-то иногда громкий коррупционный скандал в Украине. С другой стороны, это уже как бы настолько стало частым явлением, что многим это уже как бы многие не считают это чем-то важным. Вот. Ну, опять-таки, статьи типа лайфстайла там тоже, ну, или тоже могут быть популярными, просто там люди могут интересоваться чем-то таким более обыденным, по-разному бывает. У чому специфіка англомовного видання? Як написати для, ну, скажімо, там, іноземців так, щоб вас зрозуміли? Ну, специфика в том, что, ну, как бы русскоязычная, украиноязычная журналистика, они, скажем так, во многом корнями уходят в советскую школу, которая как бы не совсем вообще журналистика, то есть они, то есть сейчас, понятно, это меняется, но часто вот пишут даже СМИ таким образом, что сложно понять, условно говоря, в чем новость, да, там, или, ну, бывает часто, что новость не в первом там предложении, да, как вот в англоязычных СМИ принято формулировать лид, а где-то вообще спрятан глубоко. Вот. А для англоязычных читателей, учитывая, во-первых, то, что у них другая традиция журналистики, то, что им нужно объяснять, что здесь происходит, нужно гораздо четче, как бы, точнее все обозначать, чтобы, ну, они это поняли. Вот. Как бы, и я, насколько понимаю, еще мне говорили, что мы будем обсуждать вот тему, то, что я о чем я писал вчера, это тема приоритетов в, скажем так, в журналистике и в медиапространстве. Вот я просто вчера написал… То які пріоритети, пане Олеже? Да, приоритеты. Дело в том, что я написал вот пост про то, что, ну, про обсуждение интервью с Михаилом Саакашвили. 2 интервью было. Интервью Кристины Бондаренко и Татьяны Даниленко, да, и там это вызвало, скажем так, такую очень сильную реакцию в блогосфере, и постоянно обсуждают, значит, как должен был вести себя Саакашвили с журналистками, и, ну, то есть, должен ли он извиниться перед ними и так далее. Вот. Ну, я считаю, как бы, это вопрос дискуссионным, но, на мой взгляд, это… Вот это вот все обсуждение, и очень часто, то есть это не единственный пример, таких примеров много. Вот в прошлом году это была квартира Лещенко, например. Вот, таких примеров много. Или, например, когда, то есть в данном случае речь идет о том, что Саакашвили обвиняет в том, что он оскорбил журналистов, а вот в прошлом году, например, наоборот, была атака на журналистов, которые выпустили расследование по офшорам
Порошенко, и была атака на них, что они там манипулировали якобы темой Иловайска. Вот это все, на мой взгляд, ложные инфоповоды. Такие, то есть как бы все должно обсуждаться, и квартира Лещенко, и там интервью Саакашвили, но гораздо важнее, например, то, что происходит сейчас. Там, допустим, похищение, избиение, незаконный вывоз из страны граждан Грузии, в том числе журналистов, ветеранов АТО. То, что, например, ну, там, журналиста Шевшишвили грузинского избили, значит, без решения суда, что прямо запрещено законом, вывезли из страны. И вот такие, ну, то есть вот эта вот тематика, то, что происходит полное беззаконие, она гораздо важнее, но при этом она, ну, на мой взгляд, ей посвящается очень мало внимания. А таким вот ложным інфоповодам посвящається много внимания. Тоді в мене питання таке, чи можуть тоді, до прикладу, ті самі політики, які певною мірою провокують такі обговорення і у соціальних мережах, використовувати, ну, такі, скажімо, нелегкі для них інтерв'ю з метою самопіару. Чи не відкидаєте ви такого елементу? Нет, ну, естественно, что это задача любого политика, в этом как бы ничего криминального нет, это неизбежно. То есть это как бы тут любой политик, естественно, использует интервью для того, чтобы повысить свою популярность. Вот. Но, на мой взгляд, есть куда более важные проблемы. То есть сейчас, ну, то есть вот я приводил сравнение, что обсуждать вот такие темы, ну, с таким пристрастием и, ну, скажем так, в таком масштабе, это как вот, ну, условно говоря, обсуждать нарушение правил дорожного движения, там, не знаю, переход дороги на красный свет, в то время как происходит, там, условно говоря, массовое убийство. Но это метафора, но в данном случае то, что происходит, это там, восстановление такой совершенно неконтролируемой клептократической системы и незаконный вывоз людей из страны, те же, ну, политически мотивированные преследования ветеранов АТО, которые в лагере, палаточном лагере на Грушевского. Вот это должно быть, ну, вот это центральная тема, ну, сбивает, естественно, пытается создать как бы такие инфоповоды, которые второстепенны, третьестепенны, которые, значит, ну, скажем так, естественно, что я думаю, что те же Даниленко и Бондаренко обсуждают это совершенно искренне, но естественно, что власть использует это для дискредитации протестного движения, для того, чтобы направить дискурс общественный в русло, ну, как бы в неправильное русло, и чтобы не обсуждалось главное. Почему там... Але ж ви розумієте, от, до прикладу, після інтерв'ю на телеканалі АТР Христини Бондаренко з Міхаїлом Саакашвілі звинувачення посипалися на її адресу. Тобто при тому, що політик, який приходить у студію, він має бути готовий до запитань. Ви з цим погоджуєтесь? Тобто людина, яка приходить на інтерв'ю, вона має бути готова до запитань? Да, я согласен абсолютно, что, скажем так, я считаю, что с любым политиком, с любым, у кого берут интервью, журналист имеет право там вести себя очень жестко, задавать какие угодно жесткие вопросы. И я считаю, что люди, которые там атакуют уже Бондаренко и Даниленко за то, как они вели себя, они неправильно поступают. То есть тут мой месседж как бы к обеим сторонам, что обсуждение с обеих сторон тут не совсем конструктивное. Потому что, ну, то есть вот те, кто обвиняет Саакашвили, и те, кто обвиняет Даниленко и Бондаренко, условно говоря, они направляют свою энергию не в то русло, скажем так. Але тоді в мене питання таке постає, знову ж таки, якщо, до прикладу, політик, який приходить на ефір, ми зараз не беремо, щоб не говорити про конкретну цю ситуацію, ми беремо загалом, так? Який приходить на ефір, і який, до прикладу, там, або може переходити на особистості, або з неповагою ставитися до журналіста. Тому що журналіст, хто б перед ним не сидів, представників влади чи опозиції, він все одно зберігає певний
нейтралітет – це ідеал, це стандарт журналістики. То якщо політики, до прикладу, собі дозволяють певне нахабне ставлення до журналістів, то тоді в мене виникає питання, чи є журналіст взагалі авторитетом в Україні? Скажем так, я считаю, что как бы с журналистами, в принципе, политики должны вести себя максимально там вежливо, это понятно. Вот. И мне тоже там не нравится, когда они ведут себя, там условно говоря, не совсем вежливо с ними. Тут вопрос в том, что, ну, как бы все люди разные, да, есть люди с таким, ну, импульсивным характером, которых легко спровоцировать, да, ну, то есть у Саакашвили такой характер, вот. Есть люди такие более спокойные, которые, значит, более склонны к такому спокойному обсуждению, вот. Опять-таки, тут возникает вопрос того, что ни политики, ни журналисты не являются как бы священной коровой, да, вот, то есть обсуждать нужно, условно говоря, грехи и тех, и других. Вот. В мене питання, ви проводили приклад із нерухомістю народного депутата Сергія Лещенка. Те, що так само активно було обговорювалося у соціальній мережі, як зараз інтерв'ю пані Бондаренко і пані Даниленко. Дивіться, тоді так само була величезна сила селена коментарів у Фейсбуці. Тоді так само у сплощенні соціальних мереж дуже активно люди долучалися до обговорення цієї теми. То тоді питання про те, що запитує від нас наш глядач, читач. Тобто, знову ж таки, це, знаєте, риторичне питання журналіста. Ми робимо те, що запитує читач, чи читач запитує, по цьому робимо. Ну, тобто, це питання так само у тому, що цікавить громадян. Тобто, виключно там певні так скандальні історії, чи все ж таки якісь там лонгриди? Ну, с одной стороны, понятно, что так или иначе медиарынок должен приспосабливаться к тому, что нужно читателю. С другой стороны, сами СМИ тоже формируют повестку дня. И сами СМИ, они, скажем так, подают какой-то месседж, а потом уже читатели на него реагируют. И что касается, например, вот квартиры Лещенко, да, то есть там было совершенно несопоставимые масштабы этого, ну, так называемого скандала и его освещения в прессе. То есть, по сути, то, что квартира Лещенко, то есть, как понятно, Лещенко не является, опять-таки, священной коровой, нужно его обсуждать там и задавать вопросы, жесткие вопросы, там могут вызывать вопросы происхождения средств, на которые он приобрел квартиру и так далее. Но, и опять-таки, нужно обсуждать, было ли там административное правонарушение и так далее. Но эту тему искусственно раздули до масштабов, которые, ну, совершенно безумны, на мой взгляд, потому что и мы видим на этом фоне, ну, то есть как бы контраст, да, коррупция окружения там, Порошенко, Авакова, ей та коррупция, которая должна вызывать обсуждение там 24 часа в сутки, потому что ее масштаб гораздо больше, чем скандал с Лещенко, да, їй уделяється не так много внимания. Чому? Добре. Чому тоді, як ви кажете, на такі більш глобальні, більше проблема, аніж обговорення того чи іншого політика, того чи іншого інтерв'ю і так далі, приділяється менше уваги засобам масової інформації. Я ж знову-таки повертаюся до свого питання. Це люди цього менше потребують? Чи це засоби масової інформації неправильно розставляють пріоритети, як гадаєте? В данном случае и средства массовой информации, и opinion лидеры, так сказать, лидеры мнений неправильно расставляют приоритеты. По очень простой причине, потому что это выгодно власти. То есть, как бы крупнейшие СМИ контролируются, крупнейшие каналы, да, контролируются олигархами. Соответственно, эти олигархи, у них договорняк с президентом,
И естественно, что плюс есть лидеры общественных мнений, которые работают на Банковую, да, и то есть, когда нужно, допустим, дискредитировать, и так происходило очень много раз, когда нужно дискредитировать независимого журналиста, оппозиционного политика, даже если к нему есть вопросы, они раздувают эту тему до небес. А когда нужно, наоборот, игнорировать важную общественную проблему, например, там, офшоры Порошенко, там, скандал в НАЗК, который вот недавно был, когда топ-чиновница НАЗК прямо сказала, что их орган это значит, абсолютно коррумпированное, нечто коррумпированное, что и контролируется администрацией президента полностью. Вот власти выгодно, чтобы это не обсуждалось. По этой причине это не обсуждается. И вот, ну, как бы в цивилизованной там западной стране вот выходит топ-чиновник важного антикоррупционного органа и говорит, что это коррумпированный орган, контролируется администрацией президента. После этого не только все руководство этого органа там, должно уйти в отставку в цивилизованной стране, должны там начаться громкие там расследования, там вплоть это на Западе это могло привести к чему-либо вплоть до импичмента президента. В Украине же эта тема вообще игнорируется. Я вижу, что обсуждаются вот те же ложные інфоповоди гораздо більше, ніж вот это. Я єдине, що маю вам додати зараз, знаєте, ми зараз говоримо про Ганну Соломатіну, колишню очільницю департаменту НАЗК. Пані Соломатіну ми запрошували на ефір. І вона навіть дала свою згоду і мала прийти до нас на ефір минулого тижня. На жаль, цього не сталося з невідомих причин. Вона сказала, що в неї не виходить, в неї є певні, можливо, інші справи, у неї не виходить прийти до нас на ефір. Ми сказали, добре, давайте ми тоді попросимо вас включитися, до прикладу, по телефоном, для того, щоб ми могли поставити як журналіста свої питання. Ви, як людина, яка створила дійсно не просто інформаційний привід, а дійсно підняла дуже тему, яка стала дійсно скандальною, могли сказати, так, чому ви, до прикладу, саме в той момент вийшли на цей брифінг, так, скільки ви до нього, наскільки ви до нього готувалися, а як, звідки ось цей весь об'єм інформації до вас прийшов, тобто розпитати в неї. Так само ми не змогли до неї дотелефонуватися. Тобто тут питання так само у відкритості и политиков, и чиновников до журналистов. Ну, в данном случае я тоже пытался как бы взять интервью, но дело в том, что она, насколько я понял, сейчас Соломатина и другой топ-чиновник этого агентства, это Дивнич, они не очень охотно дают интервью. Они сейчас, ну, я не знаю по каким причинам, они находятся сейчас под очень мощным прессингом. Але було б логічно, якби ці люди були відкриті до журналістів. Ну, как бы, нет, я бы тоже это предпочел, но дело в том, что в данном случае я бы не стал ее в чем-то серьезно обвинять, потому что я вижу, что сейчас ей угрожает, ну, реально есть угроза не только ее здоровью, ее жизни, это как бы то, что она сделала, это уже очень достойный поступок. И я понимаю, как бы, что она просто физически боится. И когда вот избили недавно судью Гольник, тоже, которая раскрыла коррупцию в Полтаве, когда мэр Полтавы, который до сих пор является мэром, почему-то Мамай, пытался давать ей взятку. Пане Олеже, це не звинувачення, це лише простий приклад, що наскільки журналісти мають бути відкриті до політиків, до чиновників, до тих, кого вони запрошують у студію. Так само хотілося б, щоб ті, хто приходять у цю студію, були готові відповідати на запитання журналістів. Ми з вами говорили про це. Олег Сухов, журналіст щотижневого англомовного видання «Київпост», був гостем цієї ефірної години. Ми говорили про медіастандарти, про те, що цікавить Україну та світ сьогодні. На цьому програма «Саба» прощається з вами. Я дякую, що цей інформаційний ранок вівторка ви провели разом з нами. Бажаю вам тільки хороших новин. До зустрічі. Спасибо.